начала 1920-х в республике, да и во всей стране царит голод. В ТССР начинаются эпидемии холеры, и сразу 4 видов тифа заражены десятки тысяч человек. Население массово дезинфицируют. Вот один из способов: походы в баню, это очередь в одну из них. С собой все берут веники и тазики. В борьбе с болезнью все средства хороши. Столовые и медкабинеты от американцев, дезинфицирующие камеры, массовая вакцинация. Правда, в селах делать прививки соглашались не все. Врачам приходилось уговаривать население. Бывали казусы, когда приезжающие врачи острым скальпелем делали на плече ребенка острый надрез, тогда не было шприцев, и буквально вот в этот вот надрез они вкладывали небольшое количество порошка детрита, необходимого для борьбы с оспой. А родители после того, как вот такая манипуляция проводилась, они часто вымывали детрит из вот этой вот ранки. Так что это время борьбы не только с эпидемиями, но еще и с предрассудками. Победить оспу и массовый голод удалось только к середине 20-х. Годы войны, и ситуация повторяется. Недоедание, отсутствие лекарств, социальной и медпомощи, особенно в деревнях. Без еды невозможно, а потому люди начали употреблять больных животных. В 1943-м вспышка сибирской язвы, а через год эпидемия септической ангины. Я могу даже сказать, что мой дед умер от септической ангины, мой дед Ахмед. Моя тетя Наджия болела. Во многих деревнях был объявлен карантин. Людей, заболевших септической ангиной, заперли в этих бараках, не бараках, в школах, их лечили. Так удавалось локализовать очаги болезни. В городах помещения обрабатывали хлоркой и спиртом. Искоренить эпидемию помогли и подоспевшие к концу войны антибиотики. Голод, холод, ни ошарка, ни витамин, ни что, ничего. А как мы жили, я не знаю. Так Амина Галиева вспоминает уже 60-е. Во времена оттепели, по ее словам, в села пришла корь. Дети снова были на домашнем карантине. Врачи опять пошли по домам. 2 детей рожала в 60-м году, 63-м году. И в то время они у меня тоже заболели всякие эти корью, чаща. Какую-то мазь нам выписали. Каждая медсестра каждый день приходили, намазали у меня такие маленькие дети, да, намазали на каждой болячке. И это удалось пережить. Вообще тогда в ТССР было сразу несколько вспышек. И тиф, и гепатит, а за 2 года гриппом и ОРЗ заразились почти 1 миллион человек. У Нины Захаровой тогда была малярия. Говорит, перепробовали все. В ход шли народные методы. Таблетки уже не помогали ничего. Сколько уж я там лежала, я не знаю. И вот кто-то маме посоветовали и подсказали, что напоить меня вот коневым соком вот этого от свежего кала. Так я и выздоровела, вспоминает Нина Захарова. Ближе к 70-м в СССР вспышка холеры, но республика прогремела с ней на всю страну уже в 21 веке. Советский район Казани, Азино-1. Когда-то на этом месте был пруд. Сейчас уже не верится, но в 2001 году примерно отсюда пошла вспышка холеры. Еще днем 3 подростков купались в водоеме. Уже вечером их госпитализировали в инфекционную больницу. Минувшие выходные распространилась инфекция. Несмотря на то, что в пруду купание было запрещено, многие жители микрорайона спасались днем от жары. И в народе начинается что-то похожее на панику. Люди боятся пить воду. По сообщениям СМИ, 30 июля от холеры умирает 40-летний мужчина. Вспышка переходит в Высокогорский и доходит до Алькейского района. В итоге заболевают 52 человека. В некоторых дворах даже были такие нарушения санитарного режима, что приходилось и детей подбирать, и какие-то семьи под особый контроль помещать. Под контроль были взяты в том числе вот все водозаборы. Я помню, как мы неоднократно выезжали. Экстренные меры позволили справиться с холерой за 2 месяца. Место очага сожгли, засыпали землей и хлоркой. Сейчас об этом здесь ничего не напоминает. Так что эпидемии, карантины и усиленные меры безопасности были уже не раз в 100-летней истории ТССР. И, как показывает практика, паниковать не стоит. Достаточно придерживаться советов врачей, соблюдать правила личной гигиены и думать не только о себе, но и об окружающих.
Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Мамадышский, Высокогорский районы и Казань. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән җылы эзле фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.